Республика Ингушетия, город Сунжа. Свет почти каждый день. 140 на хадя ялц, игрдука ялчи. Ахч, дадыл дышку света. Фубанц дал дышку мчхосу света ахшта. Житель Сунжи в этом коротком видеообращении жалуется на слабое напряжение в доме. 140 вольт в розетках – это максимальный показатель напряжения, которое они могли фиксировать во все выходные дни. Узнать, в чем, собственно, дело, мы отправились в Сунжанский РЭС. Те отключения, которые происходили на выходные дни, то есть имеется в виду 30-31, именно ПВЛ 6 киловольт, линия 4, ну фидер 4 называется. То есть было короткое замыкание на линии. То есть две бригады выезжали, полностью осматривали линию. Именно данная аварийность была связана с тем, что линия, есть здание возле РОВД, Сунжского РОВД, которые начали строить, но на данном этапе строительство приостановлено. И была протянута. Есть отпайка, которая именно была построена для установки трансформаторной подстанции именно на озвученной территории. То есть именно на данной отпайке люди выявили сплёст проводов на данном участке, устранили. Как сообщает главный инженер Сунжанского РЭС Магомед Асканов, наладить нормальное электроснабжение на отдельных секторах города было затруднительно из-за сложности определить, на каком именно участке произошла та или иная авария. Если говорить конкретнее, речь идет о 4-м фидере. На распределительной линии электропередачи располагается 73 трансформаторных подстанций. Часть из них на балансе МРСК, некоторые в частной собственности, третьи на балансе администрации, другие вообще бесхозные. На данной линии, то есть ВЛ 6 киловольт, там, именно на данной линии 73 трансформаторных подстанций. То есть я озвучил, да, там 14. Только 14 трансформаторных подстанций находятся на нашем балансе. То есть есть объекты, бесхозные объекты, которые мы, как говорится, латаем дыры. То есть мы их обслуживаем, хотя по регламенту не имеем права их обслуживать. То есть их обслуживаем, но как бы прояснить, что материал израсходовать на данной электроустановке мы просто не имеем права. Поэтому мы как можем на этих электроустановках стараемся подать напряжение. Во время новогодних выходных в оперативный штаб при администрации Сунжи поступала масса обращений об отключениях электроэнергии на некоторых улицах. В мэрии подтвердили, аварийно-ремонтная бригада Сунжанского РЭС реагировала незамедлительно, работали в круглосуточном режиме. Проблема кроется не только в ветхих сетях и электроустановках. Город расширяется, выявляются факты кустарного подключения, не прекращающие свою деятельность майнеры, против которых уже развернуты рейдовые мероприятия. То напряжение, которое потребляет данные электроустановки, то есть они способны, если даже при установке 3-4 аппаратов, то есть этого напряжения хватило бы обеспечить энергоснабжением соседние 2 дома, 3 дома. То есть они очень сильно тоже влияют на качество энергоснабжения. То есть хотелось бы, и тем самым ущемляя права своих соседей, то есть это тоже... За это тоже будет ответственность. Мы совместно с администрацией начали работу по выявлению, привлечению нарушителей. И, надеюсь, и в дальнейшем будем совместно проводить такую работу. Итак, далее масса причин, решения по которым придут после модернизации системы электроснабжения, обещают администрации. Но сначала необходимо передать все электроимущество на баланс МРСК. В 2022 году администрация провела работу по принятию на баланс, по решению судов всех бесхозных объектов, которые находились на тот момент на территории города. Данные бесхозные объекты приняты на баланс, и они передаются, поэтапно передаются на баланс, передавались на баланс РРС Сунжанского района. Но теперь в связи с изменениями законодательства уже в этом году все бесхозные объекты, которые находятся на территории города, а также те объекты, которые находятся на балансе администрации, будут переданы безвозмездно в РЭС. После этого вся сеть и вся электроэнергия, и линии электропередач, и трансформаторные подстанции будут у них на балансе. Работу можно завершить в текущем? Да, мы планируем его, по плану идет у нас март этого года.
Принять на баланс означает и техобслуживание, и капитальный ремонт энергообъектов, если требуется, или реконструкция сетей. Все это понятно. Важно, что ситуацию с нестабильным электроснабжением в Сунже, где проживает больше 100 тысяч человек, нужно решать безотлагательно. У нас на районе где-то 250 электроустановок, имеется в виду полностью по району, находятся, бесхозные объекты, имеется в виду. Не на балансе администрации. То есть не на балансе администрации, не на балансе филиала. Что касается модернизации, 23 февраля 2023 года в Сунже официально запустили новый силовой трансформатор. Современное и необходимое для решения проблем с перебоями в электричестве оборудование было закуплено в рамках договоренности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова с промышленно-финансовой группой Сафмар Микаила Гуцериева. В городе, где находится 117 социальных объектов, с годами давление все больше падало, и распределить его по всем сетям у энергетиков не получалось. Мощность нового оборудования позволила снять нагрузку с других подстанций города и даже района. Адам Мережков, Султан Магушков, Магаз 24.